18 октября в Центральной библиотеке Ухты прошел удивительно теплый, камерный и при этом многолюдный творческий вечер православной газеты «Колокол Севера», собравший более 150 человек. На 15-летний юбилей издания собрались представители церковной и светской власти, единомышленники, авторы, читатели, артисты и музыканты. Не случайно день рождения издания отметили сразу после великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Ведь именно в Свято-Покровском храме Ухты и родилась православная газета «Колокол», как она тогда называлась. И вечер открыли премьеры авторской песни «Покров» регента храма новомучеников и исповедников российских в земле коми просиявших Ольги Рыбачевой. Уже 15 лет газета издается по благословению архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Петерима. Владыка почтил своим присутствием творческий вечер и сказал немало теплых слов в адрес юбиляров. Дай Бог, чтобы мы своим счастьем, чувствуя это, осознавая это, шли добрым путем просвещения людей, как это делает наша газета, которая вмещает в себе, как колокол звенящий, призывающий к светлому, вечному, доброму, и социальную обслугу, да, и духовно-нравственное просвещение, и патриотизм, и многие важные части, составляющие этого нашего самого человеческого счастья. Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Петерим в своем поздравлении «Колоколу Севера» говорил о серьезных философских вещах и прежде всего о вере, которая, безусловно, есть в каждом из нас. Владыка высоко оценил заслуги издания и наградил главного редактора «Колокола Севера» медалью святителя Стефана Пермского первой степени. Руководитель издания тепло поблагодарил владыку и высоких гостей за визит. И самые сердечные слова благодарности высказал тем, благодаря кому редакция газеты «Колокол Севера» продолжает радовать своих читателей, издавать книги и реализовывать миссионерские проекты. Это президент УГТУ Николай Цхадая, генеральный директор НИПИ нефти и газа УГТУ Григорий Грибов и генеральный директор «Газпром-Трансгаз Ухта» Александр Гаеворонский. В благодарственном письме главный редактор Николай Лудников отметил: сегодня много говорят о духовном просвещении и воспитании детей и молодежи. И тем отраднее, что находятся люди, которые не на словах, а на деле поддерживают миссионерскую и просветительскую деятельность нашего издания. Без помощи и поддержки таких неравнодушных людей, как вы, было бы невозможно возрождение России. Поздравления сменялись выступлениями ухтинских артистов церковного хора. Поздравить коллектив газеты «Колокол Севера» с юбилеем пришли руководитель администрации МАГО Ухта Магомед Османов и председатель Совета МАГО Ухта Григорий Коненков. Когда мы говорим о здоровье нации, там должна быть здоровая нация, крепкий, все. Ведь здоровье не основное, то, что сегодня физическое здоровье, духовное здоровье должно быть у человека. И сегодня то, что делает Николай Николаевич, то, что сегодня делает эта газета, это как раз духовное оздоровление нашей нации. Ваша газета, она отличается от всех других изданий, поскольку имеет свой социально-духовный характер и направленность. И прекрасно то, что вы не гоняетесь за жареными фактами, вы отражаете те чаяния людей, которые живут на нашей земле. Вы не забываете и тех людей, которые находятся в очень трудной жизненной ситуации, бываете там, проводите с ними беседы и наставляете на путь истины. Вечер прошел в удивительной атмосфере, которую помогли создать музыканты из Ухты, Сыктывкара, Сосногорска, Карткироса. Звучали духовные стихи и песни на слова архиепископа Петерима, народные и современные произведения. Среди выступающих были и священники, которые не только душевно пели под гитару, но и говорили о душеполезных вещах. Газету «Колокол Севера» с юбилеем поздравляли представители творческой интеллигенции, писатели, почетный пушкинист Людмила Дудина, руководитель Ухтинского отделения Союза журналистов России Анна Бурлаченко. Одним из самых драгоценных подарков для юбиляров и гостей творческого вечера стал визит заслуженной артистки России Ольги Сосновской и почетного деятеля искусств Республики Коми Владимира Юрковского, давних друзей издания. Оперный певец Владимир Юрковский исполнил 4 песни и вызвал шквал аплодисментов. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной
меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Завершил концертную программу Константин Фрейман песней Сергея Трофимова «Будем жить», которая как нельзя точнее отражает главную цель издания – приносить радость и говорить о вечных ценностях людям. Будем радоваться Божьему людям и добром жить. Будем ради тех, кто дорог нам, будем жить. Я думаю, что и в дальнейшем, и 20 лет мы отметим в этой же дружной компании. Огромное вам спасибо за то, что нашли свое время и пришли к нам. Спасибо.